Исполнительная власть сегодня законно распоряжается выделением средств для реализации проектов, которые отвечают требованиям и потребностям населения. Резервный фонд – один из источников, который находится в руках исполкома для того, чтобы помогать людям, попавшим в трудную ситуацию и требующих гуманитарную помощь. В резервный фонд вошло и гуманитарное топливо, которое получено было из России. Здравствуйте! В эфире передача «Дискуссия», и в сегодняшней программе мы будем обсуждать проблему водоснабжения села Кирсово. Для обсуждения этой темы мы пригласили в студию примара села Кирсово Сапунжи Сергея Дмитриевича и экс-депутата парламента Республики Молдова Василия Савовича Нейковчина. Здравствуйте. Добрый день. Уже всем известно, что распределение дизельного топлива согласно постановлению исполкома получали и православные храмы нашей автономии, и общественные организации, и ассоциации жителей для благоустройства населенных пунктов, да? Также управление чрезвычайных ситуаций автономии, а также, насколько нам известно, получило и общественное объединение Башкир села Кирсово, чтобы обеспечить юго-западную часть, насколько мы знаем, юго-западный район села водой. Скажите, пожалуйста, как давно в этом районе нету воды? Хочу вкратце рассказать нашим зрителям об этой проблеме, которая сегодня существует как в Кирсове. Я думаю, что это проблема и всей Гагаузии. В 2008 году, когда жители села Кирсово совместно с Примарией начали проводить водоснабжение по селу Кирсово, оказалось, что микрорайон, который находится в юго-западной части села Кирсово, находится на возвышенности. И для того, чтобы провести на данный участок водопроводные сети, было необходимо пробурить новую артезианскую скважину. В 2009 году Примария изготовила проект по водоснабжению юго-западной части села Кирсово, а также проект на бурение новой артезианской скважины. В 2011 году совместно с Фондом социальных инвестиций Республики Молдова Примария села Кирсово выполнила этот проект. Примария выиграла грант на сумму 804 901 лей, и по итогам тендера был выявлен подрядчик, и на протяжении 3 летних месяцев, это июнь-июль месяц, в селе Кирсово, в юго-западной части села Кирсово, была построена сеть протяженностью 5 километров. Также была построена водопроводная башня, охранная зона. И осталось лишь дело, как говорится, за малым. Для того, чтобы закончить проект, необходимо были дополнительные средства на бурение артезианской скважины. Жители села Кирсово совместно с Примарией написали обращение главе Гагаузии для того, чтобы были выделены дополнительные средства. На обращение граждан башканам Гагаузии был дан ответ, что жителям необходимо создать общественную ассоциацию или общественное объединение для того, чтобы им было выделено дизельное топливо. То есть с резервного фонда просто так нельзя выделить, то есть только общественная ассоциация. Было аргументировано главой автономии, что исполнительный комитет не может по закону выделить дизельное топливо примариям, а необходимо было создать общественное объединение. Я хочу сказать, что в марте месяце 2011 года уже было создано агентство по внедрению проекта, куда вошли
все жители юго-западной части села Кирсово, которые участвовали в данном проекте и которые внесли контрибуцию в сумме 241 тысяча. В экстренном порядке была создана ассоциация, то есть общественное объединение «Кирсово чистая вода». Было подано заявление председателем этого объединения, жителям села Кирсово Тамайлы Иваном Владимировичем в исполнительный комитет для того, чтобы исполнительный комитет и выделил дизельное топливо для окончания данного проекта. Но каково было наше удивление, когда мы получили письмо за подписью начальника управления промышленности господина Златова, что дизельное топливо порядка 56 тонн выделено общественному объединению «Башкию». Было выделено дизельное топливо людям, которые никакого отношения не имеют ни к данному проекту, ни люди, не проживающие в этой части села Кирсово, которые не вносили контрибуцию. То есть глава автономии дизельное топливо выделил своим людям. Спасибо. Василий Савович, вот общественное объединение «Башкию», они говорят о том, что они первыми подняли этот вопрос. Вот скажите, так ли это? Нет, тут, насколько я знаю, инициатива принадлежит Примарии, потому что проблема... О том, что говорил Проблема, говорил об этом Примар. Проблема воды, самая большая проблема для Кирсова, это проблема воды. В летние дни, когда температура поднимается за 30, вот та часть села, о которой упоминал Сергей Дмитриевич, там пересыхают даже колодцы и доходит до эксцессов, до столкновений. Жители выстраиваются с утра за ведрами для того, чтобы зачерпнуть в этих колодцах, в которых нет воды, хотя бы пару ведер скотину напоить. И вы понимаете, да, попахивает таким кощунством, когда, зная о такой животрепещущей проблеме, потому что проблема воды в селе Кирсово существовала всегда, но для той части, это улица Комсомольская и Нижняя улица, это самая больная проблема. Сколько стоит село, эта проблема существовала всегда. Село даже не развивается в ту сторону, хотя по генеральному плану оно должно идти в сторону запада, оно не идет туда, потому что нет воды. И, казалось бы, строительство башни решило бы многие проблемы, в том числе и проблему развития дальнейшего села, потому что село живет, появляются новые семьи, им нужно выделять земли по строительству, а как дать в безводной части села участок для строительства? И получается, вместо того, чтобы подумать совместно с Примарией, законно избранным примаром, законно избранным советом, подумать о том, что нужно бы подумать и о перспективе села Кирсово, которому недавно исполнилось 200 лет, куда ему дальше развиваться, как развиваться, а вдруг там будут какие-то другие инфраструктурные проекты, может появиться какая-то промышленность. Вместо этого господин Формазал в своей обычной, присущей ему манере, своему политическому союзнику, а в данном случае речь идет о Пирогне Степану Георгиевиче, дает возможность заработать, причем не просто заработать, а на гуманитарной помощи. Эта гуманитарная помощь стала, наверное, каким-то проклятием для Гагаузии. Вместо того, чтобы получить ее, а раздать и поблагодарить Российскую Федерацию, мы из нее сделали разменную монету. В данном случае либо покупаем политику, либо даем кому-то возможность заработать. Здесь дали заработать Пирогну Степану Георгиевичу, который верой и правдой с 2006 года служит Формузал. Жители северо-западной части села Кирсово до сих пор не имеют питьевой воды. Скандал и интриги вокруг водонапорной башни, установленной в этом микрорайоне села, тянутся уже на протяжении 4 месяцев, а страдает от этого простой народ. 4, даже больше уже. Вот скоро эта скважина сойдется, я не знаю, с этими ссорами. Только из-за этого только может рухнуть или еще что-то.
Тут вообще не было. Вот да, взять старые улицы, вот внизу Комсомольская, там человек умер, так и не дождался воды, не было воды. Международный фонд ФИСМА выделил средства на прокладку водной трассы в этом районе и установку водонапорной башни. Но по условию ФИСМы люди должны были вложить 30% средств. Сельчане по крупицам собирали эти деньги в надежде, что наконец у них появится питьевая вода. Сельсоветы в школе собрались, все. И дали эти деньги. Но нам сказали, что мы должны собрать 30%. Ну, так решили, что там каждой улице будет старше. Ну, мне предложили, чтобы я собирал. Я на газ собирал, и тут тоже собирал деньги, 750 лей, 750 или 780 лей собирал. Ну, дали почти все, но там единицы, если. А сейчас, видишь, как-то получилось, что в несчет пошло. Люди в несчет, все. Водная трасса была проложена, башня установлена. Не хватало порядка 700 тысяч леев, чтобы пробурлить скважину глубиной в 260 метров. Вопрос такой, вот казалось бы, все хотят решить эту проблему, да, и примария не против, и первоначально вложено, я смотрю, огромные цифры вот здесь вот только что говорили. Вроде бы и жители, да, хотят решить этот вопрос, эту проблему, но тем не менее вот Башкюй получает эти деньги. Вот на ваш взгляд, ваша точка зрения, почему вот именно им выделили? Ну, конечно, вопрос не без политики. Конечно, изначально еще глава автономии был не согласен с той политикой, которую сегодня проводит примар села Кирсово. Жители села Кирсово, хотя на последних башканских выборах большая часть села Кирсово проголосовала именно за Михаила Фурмузала. То есть, казалось бы, он должен был отблагодарить жителей именно за то, что люди за него проголосовали. И когда мы увидели, что когда на сегодняшний день есть сети 5 километров, есть башня, есть готовая скважина, и наши жители, а это 1/3 села Кирсово, должны получить питьевую воду, сегодня вопрос стоит на месте. Более того, 13 февраля этого года исполнительный комитет АТО Гагаузии принимает решение о передаче всех объектов, построенных за счет гуманитарного дизельного топлива, на баланс примарии. Ответственным за исполнение этого решения назначается господин Валерий Федорович Яниогло. Это было 13 февраля, сегодня 16 марта. Но общественное объединение Башкюй категорически отказывается передавать артезианскую скважину. Мы обратились к заместителю Пашкана Валерию Федоровичу с вопросом, почему не исполняется постановление исполкома. На что он ответил: я пригласил к себе господина Кюрчу и Перрон, и они не ответили. Мы вам башню и скважину не отдадим. Возникает вопрос, если не исполняется постановление исполнительной власти с одним из членов исполкома, то непонятно, кто управляет сегодня государством. Но как так получается? Сначала они дают дизельное топливо Башкюю, а теперь передают... С чем связано это постановление, изменение этого постановления? Что дело произошло или в чем причина? Дело в том, что по условиям Фонда социальных инвестиций Республики Молдова при защите своего проекта было четко сказано, что все объекты, которые проходят через фонд, по окончании строительства должны быть переданы местным властям, а местные власти передают в эксплуатацию муниципальным предприятиям. Им же создаваем. Да. И 15 лет не должно
не произойти никакого отчуждения этих объектов. То есть этими объектами должно пользоваться общество при содействии и при контроле местных публичных властей. То есть получается, что общественное объединение не владеет этой информацией? Общественное объединение сегодня прекрасно владеет, но они пользуются поддержкой главы автономии и, конечно же, опять же, вопрос политического характера. Грядут выборы. Я просто хотел несколько добавить сказанному Сергею Дмитриевичу. Что такое сегодня исполнительный комитет? Я, насколько знаю, заседание исполнительного комитета, на котором принималось решение о передаче башни на баланс Примарии, проводилось под заседанием Валерия Федоровича Неугла. Валерий Федорович Неугла без ведома Михаила Макаровича Формузала ни единого шага не сделает. И, следовательно, исполком, когда принимал данное решение о возврате башни, соответственно, на баланс местного сообщества, на баланс Примарии, лукавил. Они прекрасно знали, что Перрон Степан Георгиевич, который является сподвижником и Неугла, и одновременно господина Формузала, никогда эту башню не отдаст. Это было однозначно ясно. Мало того, если Перрон Степан Георгиевич в своем интервью, радиоинтервью или отвечая на вопросы, приехала тогда целая делегация сельчан из Кирсова приехала, и Степан Георгиевич называет их 15 придурками или дураками. Что 15 дураков, которые приехали. А 15 дураков это были люди села во главе с примаром села, с депутатом Народного собрания от села Кирсова Челаков, председателем совета села Кирсова. И вот этих людей он называет дураками. Понимаете? Естественно, Степан Георгиевич знал заранее исход. Теперь возвращаясь к вопросу, почему так? Сергей Георгиевич начал говорить. Потому что грядут выборы в Народное собрание. Осталось до них 3 месяца. И, естественно, должен пройти свой человек. То есть человек Формузала и человек Неугла. И этим человеком Формузала и Неугла является либо сам Перрон Степан Георгиевич, либо кто-то из его ближайших сподвижников. Кому этот миллион? Потому что речь сейчас идет о микрорайоне, который насчитывает 500 дворов. 500 дворов совокупно, это уже 1000 избирателей. Как минимум. Как минимум. У нас в Кирсово 4700 или чуть меньше избирателей. Он фактически покупает за воду, за государственную, за гуманитарную помощь, за непринадлежащую ему собственность, покупает себе голоса на будущих выборах в Народное собрание. В этом опять вся политика Формузала. Деление на своих и деление на чужих. Он дает, мало того, вы же помните прекрасно, что случилось с этой гуманитарной помощью. Куча уголовных дел с самого начала ее поступления. Там 2 миллиона украли, там не додали, там неправильно распространили. И мало того, 2000 тонн, которые остались в резерве, что с ними делают? Сейчас используют на покупку будущих депутатов Народного собрания. Вот что происходит в селе Кирсово. Это ситуация не только села Кирсово. Это ситуация всех остальных сел, поскольку Михаил Макарович, ситуация сегодня тревожная для него, надо набрать хотя бы половину голосов Народного собрания. И вот таким вот образом на горе людей, на бедах людей он набирает себе будущие политические очки. Вербует будущих сторонников в Народном собрании. Спасибо. Скажите, вот ассоциация получила помощь 2 этапа. На что были потрачены вырученные от продажи деньги? Общественное объединение Башкир получило дизельное топливо в 2 этапа. Это 20 тонн и Е35 и Е9 тонн. Эти деньги, это дизельное топливо должно было быть реализованным и в дальнейшем израсходовано на строительство артезианской скважины и подключение к электрическим сетям и строительство колодца. То есть на все работы. Какова сумма ушла сегодня на строительство, никто не знает. Потому что как такового контроля
За расходование. За израсходование денег. Ни с чьей стороны не было. Со стороны примарии доступа не было, а исполнительный комитет просто передал дизельное топливо и не проконтролировав, куда и на что и сколько ушло денег. Потому что... Или знал, куда ушло и сколько ушло. Да, Или знал, скорее всего. Потому что, переводя эти 56 тонн в литры, это 67 тонн литров дизельного топлива. Да, а в денежном соотношении это 804 тысячи. То есть этих денег достаточно было, чтобы пробурить скважину, чтобы подключить. И мне кажется, что даже... Запустить воду. Да, даже еще часть денег должны были остаться для того, чтобы в дальнейшем обслуживать артезианскую скважину. Хочу заметить, что действительно эта проблема сегодня очень глобальная в селе Кирсово, потому что за всей работой этих сетей, этой башни, этой скважины стояли простые люди. Когда мы собирали контрибуцию, 241 тысяча, это не маленькая сумма у простых людей сегодня в такое критическое положение. И я помню, как ко мне пришла старушка в кабинет и сказала: внучек, я даю свои последние 2 пенсии, но ты обещаешь, что у нас будет вода. А жители собирали по 780 лей. Конечно же, я ей сказал так, что мне обещал Башкан. Если он меня обманул, значит, я и вас обманул. Но что поражает еще один факт. Уже выступая в открытой студии на ГРТ в передаче «Лицом к региону», глава автономии на вопросы жителей села Кирсово, почему не передается скважина и почему не функционирует скважина, Башкан сегодня просто обманывает. Говорит, что в Кирсово все нормально, мы скважину передали. Мы приняли правильное постановление, я считаю, что это правильное постановление, и скважина уже передана. Люди приходят в примарию и спрашивают, почему... Где вода? Где вода? Где вода? А на самом деле это просто игра. За помощью, как отмечают жители села Кирсово, неоднократно обращались к Башкану Гагаузии Михаилу Макаровичу Формузалу. Башкан, то, что выделил это топливо, нас вообще не приглашали. Мы неоднократно ходили, я, Сергей Дмитриевич, депутат, несколько советников, люди, жители, которые были, ходили к нему, он нам все обещал, что вот вы делаете как бы трассу, и мы выделим деньги, будет и сегодня, завтра. После последний раз, когда я был уже, опять же, Сергей Дмитриевич, он сказал, создайте ассоциацию. Мы создали ассоциацию. Но когда было решение исполкома, что там они решали, мы не в курсе дела. Они выделили вот новому общественной организации, как она, Башки или как она называется. Казалось бы, все работы были проделаны, башня готова к эксплуатации, но вода в дома граждан не подается до сих пор. Та организация хочет присвоить себе его. Трасса по условиям ФИСМа, она не должна передаваться в частные руки. И тут как бы опять, я не знаю, почему так исполком поступил. И они первоначально все знали, что не имеет права передавать в частные руки. И эти люди, которые в этой общественной организации Башки, они не имеют никакого отношения, они не жители вот этого микрорайона, который сам же тот и Николов, и Перрон, они живут в другой части села, которая не относится к проекту. Вот эта игра, о которой вы говорите, сколько она может продлиться? То есть... Дело в том, что видя,
что исполнительный комитет не принимает никаких мер по исполнению своего же постановления. Мы обратились в прокуратуру и подали иск в суд. И уже 2 числа, 2 апреля у нас будет первое слушание по невыполнению решения исполкома. Да. А в суд, вы говорите, подали, на кого подали? На общественное объединение Башки? На общественное объединение Башки. А вот еще один вопрос, который меня интересует. Вот вы говорите, общественное объединение, ассоциацию, которую создали, вот жители этого района, они входят в эту ассоциацию или там только... Хочу поставить в известность телезрителей, что это общественное объединение. В нее включает 7 человек. Из них 4 человека не имеют никакого отношения к данному микрорайону. Более того, буквально месяц назад избран новый руководитель этого общественного объединения Соколы Илья Иванович. Человек, который проживает совершенно в другой части села Кирсово. Человек, который за всю свою жизнь совершил столько бед в селе Кирсово, что, будучи председателем колхоза «Маяк», он продал все объекты в селе Кирсово. Все объекты, то, что были социального и хозяйственного плана, он продал. Имея за плечами в общей сложности 18 лет судимости, его сегодня назначают, избирают руководителем общественного объединения. И он сегодня говорит: я буду руководителем этой скважины, и я буду людям продавать воду по 7 лей, 8, 9. Это вот. Люди очень отрицательно отнеслись ко всей этой суете. И сегодня люди, жители этого микрорайона, категорически отказываются подключаться к сетям лишь из-за того, что руководителем назначен Соколы и ведует всем Перрон Степан. Хорошо, но эта ассоциация имеет право регулировать цены на воду. Сегодня 7, завтра 15. На сегодняшний день, на сегодняшний день, согласно устава об общественных объединениях, первым пунктом четко сказано, что общественное объединение — это не политическая и не коммерческая организация, которая не имеет права сегодня продавать воду и заниматься коммерцией. Тем более, что как они видят свою деятельность, если сама башня, сами сети находятся на балансе Примарии. То есть по нашим сетям, через нашу башню, на государственные деньги они будут строить бизнес. Тут проще пробурить еще одну скважину и заполнять уже существующую башню, отказаться от их скважин, которую они сделали, подарив я тем самым Перрону, Формузалу и Неоглу и всем остальным. Действительно, что в этой связи играть людскими судьбами. У нас в селе сегодня более 2000 человек постоянно находятся на заработках. И тот микрорайон — это очень сложный микрорайон и в плане социальном, в плане житейском. Сергей Дмитриевич прав, что люди несли последнее. Я живу там же и знаю, что такое вытащить сегодня 2500 для сельчанина, отдать на строительство. Но когда такое количество лет нет воды, а один жижик прицепной стоит от 60 до 100 лей, и их нужно 2 завести в месяц и помножить на количество месяцев, но в этой связи, и при этом, как говорится, Игорь Дмитриевич Башканов выступает по экрану телевизора с такой американской голливудской улыбкой и говорит, что у нас все хорошо, у нас нет проблем, но проблема есть,
Ее не хотят решать. И не решается она только из-за его сподвижников, из-за его окружения. Примар села Кирсово Сергей Дмитриевич Сапунжи пояснил, почему на сегодня невозможна подача питьевой воды в микрорайон. Везде охранные зоны, где расположена артезианская скважина, башня в селе Кирсово, которая должна была уже 4 месяца функционировать. Но, к сожалению, что мы имеем? У нас есть сети, у нас есть башня, у нас есть артезианская скважина, но люди 4 месяца не имеют питьевой воды. А это из-за того, что общественное объединение Башкию противится постановлению исполкома на передачу артезианской скважины на баланс Примарии. По этой улице всего 2 общественных колодца, в которых вода накапливается очень медленно. Вот и получается, кто встает пораньше в 5 утра, наберут по 2 ведра воды, тот и успел. Повсюду уже цивилизация, котлы, ванны, стиральный автомат, а мы возим воду жижиками, говорит житель этого микрорайона Владимир Тамайлы. Жижиком возим, своими средствами. Допустим, у нас есть свой личный транспортное средство. Я иду, заливаю соляру, иду, плачу за жижик 30 лей и привожу. А кто не имеет своего транспорта, он платит за маленький жижик 60 лей, за большой 90 или 100 лей. И сегодня у всех, слава богу, условия уже есть, допустим, да, автоматы, бани. И это уходит в месяц, уходит минимум 5 тонн воды. Алексей Савич, ведь проблема с водой существовала и существует, наверное, и у нас в Камраде. Вот не является ли вот это вот примером Кирсова, как легко можно решить вопрос с водой? Создали ассоциацию, попросили деньги? Ну, такой вариант предлагался примарии Камрада, предлагался Камрадскому муниципальному совету, но примар сразу отверг это предложение. Мы не пойдем, мы пойдем по закону. И проблема, когда решалась, есть Суканал, муниципальное предприятие, мы реанимируем его работу, и так и было сделано. Для начала реанимировали Чекмайданский водозабор, заменили все насосы уже на существующие скважины, расчистили долги, подготовили документы для участия в концессии, потому что Камрад пошел совершенно по другому пути. Если Кирсово меньше по своему населению и по проблемам, Камрад это 27 тысяч населения, это более 100 километров трасс, которые требуют сегодня замены, и это объем работы в 200 миллионов леев. Поэтому были проведены многочисленные переговоры, и в ближайшее время примар муниципа Камрад едет еще на один саммит, где будут обсуждаться эти вопросы. До этого он был в европейских странах. Будут найдены, в принципе, уже готова документация, финансовая экспертная документация, должны приехать. Подключился к этому проекту Европейский банк реконструкции и развития под гарантией правительства Республики Молдова. И если этот проект заработает, то что будет решаться в проблеме будет решаться все. Это водоснабжение, это канализация, это строительство очистых с учетом перспективы развития города. То есть Камрад отказался сразу от сомнительного варианта, который был предложен тем же исполнительным комитетом и тем же Михаилом Макаровичем Формазалом. Можно было кому-то дать заработать копеечку, но потом чем бы это обернулось? То есть люди все равно не имели. Конечно. Поэтому Камрад сразу отказался от этого пути. Спасибо. Ну, вернемся к проблеме Кирсова все-таки. Вот, насколько я поняла, проблема все же не разрешена. Скважину вам так и не передали, люди воду так и не имеют. Вот ваша точка зрения, ваш взгляд, вот какой выход вы видите из сложившейся ситуации? Ну, выход, я повторюсь, что через суд мы будем все-таки добиваться, чтобы сегодня скважина была передана на баланс Примарии. Если меня сегодня слышит господин Перрон или господин Соколы, у них просто должна быть человеческая совесть. Вы являетесь жителями села Кирсово.
Если у вас даже есть какие-то планы на будущее в политической деятельности или еще какой-то, вы должны все-таки понять, что и как думают о вас люди. Ведь 99% сегодня жителей очень настроены негативно к данному процессу и к этим людям. Ко мне сегодня каждый день приходят примари люди, которые требуют разговора по-мужски физической расправы с данными людьми. То есть они просто не понимают, как это так. Они целое лето они строили сети, они добивались, они собирали деньги, и вдруг какой-то Степан Перон возомнил себя чуть ли не... Скажите, а вот эти вложенные деньги, они тоже переходят в общественное объединение? Вот вы говорили 804 тысячи, 241 тысяча. То есть эти деньги у кого остаются? Нет, эти деньги, они ушли на реализацию проекта. Они ушли, понятно, да. Но если... То есть те сети, те объекты, то, что были построены за счет этих денег, они переданы на баланс примарии. То есть они остаются? Конечно. Это... Да, я повторюсь, сегодня есть примар 1, примар 2, примар, но сегодня сети, скважина, башня должны быть на балансе примарии. И они должны приносить дивиденды селу, а не лично господину Соколы или Пирану или еще там кому-то. Наверное, я воспользуюсь правом слова. Хотел обратиться к господину Формузалу и к всему составу исполкома. Господин Формузал, вам удалось на выборах в декабре 2010 года обмануть жителей села Кирсово, купив их на мост, который вы построили в кратчайшие сроки у оврага в болгарской половине, и на обещание дать воду в юго-западной части села. Только поверив вам и в вашу искренность, кирсовчане впервые, голосуя традиционно за коммунистов, проголосовали за вас. Они рассчитывали на вашу порядочность, на вашу честность, и что вы человек слова, вы, как вы называете себя, офицер, и свое слово обязательно сдержите. К сожалению, кирсовчане оказались наивными детьми. Но события последних дней показали четко, что народ уже начал разбираться, кто есть кто и кто вы на самом деле. Не играйте, если вы не хотите взрыва социального в селе Кирсово, а он неизбежен. Не играйте судьбами людей и решите эту проблему. В данном случае речь идет о чисто житейских проблемах, о воде, которая нужна человеку каждый день, и независимо от его политической принадлежности. Спасибо. Уважаемые телезрители, передача «Дискуссия» подошла к своему завершению. И сегодня мы обсуждали проблему водоснабжения в селе Кирсово. Для обсуждения этой темы у нас в студии были гости. Экс-депутат парламента Республики Молдова Василий Савович Нейковчин и примар села Кирсово Сапунжи Сергей Дмитриевич. Спасибо вам за участие. Спасибо и вам. Спасибо.